Все люди думают об этом, ломают голову над этим вопросом, ищут ответы на этот вопрос. Люди испокон веков думали, думают и будут думать об этом, в том числе и традиционных так называемых мусульман. Мы покидаем этот мир и остаемся одни. Каждого из нас понесут и погребут в могиле, и мы останемся одни. Мы вернемся к тому, кто нас создал. И тогда Муаз сказал: о посланник Аллаха, не сообщить ли мне эту радостную весть людям? Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: нет, не говори об этом, ведь они будут... Хотя это не есть смерть, это есть новое рождение, потому что та жизнь, хия аль-хайяван, она настоящая жизнь. Как это актуально в военное время. И мы видим, как рассказывают о тех страшных историях, что происходит на нуле. Как люди... Не обвиняйте меня в том, что я сейчас говорю. Дорогие верующие, Всевышний Аллах, Азза ва Джалля, обладатель прекрасных имен, неподражаемых качеств, он, описывая себя, говорит в Коране: «Ба'да аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Хуа Аллаху аллази ла илаха илля ху, алимул гайби ваш шахада, хуа ар-рахманур рахим». Он Аллах, нет божества кроме Него, ведающего сокровенное и явное. Он милостивый, всемилостивый, милостивый. Ху Аллаху аллази ла илаха илля ху. Он Аллах, и нет божества кроме Него, властелина, святого, пречистого, оберегающего, хранителя, могущественного, могучего, гордого, пречист Аллах. И далек от того, что они приобщают в сотоварищи. И далее он говорит: ху Аллаху аль-халику аль-бариу аль-мусаввир. Он Аллах, Творец, Создатель, дарующий облик. У Него самые прекрасные имена. Славит Его то, что на небесах и на земле. Он могущественный, мудрый. Основная цель создания человека, о верующий, Творцом, Господом миров, в чем она заключается? В чем заключается цель создания творений? А ведь на этот вопрос многие люди, какие там многие люди, с момента сотворения человечества, все люди думают об этом, ломают голову над этим вопросом, ищут ответы на этот вопрос и все другие вопросы, вытекающие из этого вопроса. Вокруг всего этого столько всего на самом деле есть, что преподается в школах, в университетах, что называют сегодня философией и тому подобными вещами. Люди испокон веков думали, думают и будут думать об этом. Для чего? Зачем? Почему? Кто-то сказал, чтобы человек создан для того, чтобы наслаждаться. И только наслаждаться, и сделал это основной миссией, целью человека. И это все нашло оформление некой философии, которую назвали гедонизмом. Кто-то сказал: нет, человек создан для того, чтобы выполнять всегда свой долг и делать то, что он должен, быть стоек и находить гармонию и тому подобные вещи. Это еще было до прихода Иисы, алейхиссалям, в эпоху так называемой Римской империи. Стоицизм, стойки, то есть стоять на чем-то до конца, идти. Потом появился после прихода Иисы и христианства и тому подобное неостоицизм. Это так, очень бегло. То есть люди всегда думали над этим, а на самом деле ответы, они самые простые, они изложены, они были изложены посланниками, послами Бога, Аллаха Субхану ва Тааля, через своих пророков в книгах и писаниях. И в последней книге, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вама халактуль джинна валь инса илля лиябудун». Простой аят, но очень глубокий. Где Аллах говорит: я создал людей и джиннов лишь, адатуль хаср, лишь, только лишь. Для чего? Для поклонения. И далее Аллах в этой же суре, в последующем аяте говорит: «Вама уриду минхум мир ризк». Я не хочу от них никакого удела. И не хочу, чтобы они кормили меня. Инна Аллаха хуа ар-раззак.
Зуль кувватиль матин. Воистину Аллах является наделяющим уделом, обладающим могуществом, крепким. В чем же заключается это поклонение? О чем это? Как оно достигается? Дорогие верующие, поклонение, прежде всего, следует понимать, что оно является правом Всевышнего в отношении людей, в отношении его творений. Как об этом сказано в достоверном хадисе. Однажды, когда Муад, рады Аллаху анху, сидел за посланником Аллаха, а посланник Аллаха ехал верхом на осле, которого звали Уфейр, даже проходит название осла, имя осла этого. Он сказал: «Я Муад», известнейший хадис, «О Муад, халь тадри хакку Аллаха аля ибади». Ты знаешь ли ты, в чем заключается право Аллаха в отношении его рабов? И в чем заключается право рабов в отношении Аллаха? Культу Аллаху ва расулюху а'ля. Сказал: Аллах и его посланник знает лучше. И тогда он сказал: ведь поистине право Аллаха в отношении рабов, чтобы они поклонялись ему, не приобщая в сотоварищи никого и ничто. А право рабов в отношении Аллаха, чтобы он не наказывал их, не наказывал тех среди них, кто не приобщает ему равных ни в чем. И тогда Муаз сказал: о посланник Аллаха, не сообщить ли мне эту радостную весть людям? Тогда пророк ﷺ сказал: не говори об этом, ведь они будут впустую потом уповать. У этого хадиса есть глубокий смысл, но не об этом сейчас. Естественно, когда мы говорим поклонение, то первое, что приходит на ум, это что? Намаз, пост, закят, хадж, умра и тому подобные вещи. Но так ли на самом деле это? На самом деле так ли это? Ограничивается ли понимание поклонения в исламе исключительно этими обрядами? Безусловно, нет. Конечно же, нет. Люди в наше время воспринимают поклонение Всевышнему как некую большинство, я сейчас говорю про большую часть вообще населения всего мира, в том числе и традиционных так называемых мусульман. Они это как бы считают это некой обрядностью, церемонией, некими какими-то днями, некими какими-то промежутками времени, чтобы успокоить, посвятить час Богу там, и тому подобные вещи. А потом вновь бежать в мирскую жизнь, в этот водоворот нескончаемый. Кичлившие, впавшие в гордыню люди вообще считают, что это ограниченность ума. То есть зачем типа бить лбом о землю, так говорят, да? Это гордыня, на самом деле это гордыня, проявление гордыни, не что иное. Это те люди, которые называют себя светскими. Хотя я всегда против этих сегрегаций, названий и тому подобное. Считают, что это ненужное отвлечение, что это зависимость некая и тому подобное. Хотя на самом деле ведь человек с самого момента своего рождения, с появления на этот белый свет, он уже рождается зависимым. И он зависим, всегда зависим от чего-то. У него постоянно есть нужды и потребности, вплоть до самой смерти. Потому что он есть творение, и у него есть Творец. Это очевидные вещи на самом-то деле. И все, что он не делает, всю свою взрослую сознательную жизнь, что бы он ни делал, он делает, чтобы удовлетворить свои эти нужды, потребности. Он обучается, чтобы избавиться от невежества, получить знания, профессию, специальность. Он работает, чтобы заработать, прокормить себя, семью и тому подобное. Он лечится, если его постигают болезни. И так далее, и тому подобные вещи. И поэтому-то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обращаясь с мольбой, он сказал в контексте того, что «Та'иса абду динар», «Та'иса абду динар». Это, по сути, дуа от пророка. Да будет несчастен, да будет в бедственном положении раб динара.
раб динара. Ва абду дирхам, раб дирхама. Ва абдул хамиса, раб рубахи. Ин у'тия радия, если ему дали, он доволен. То есть, если он заполучил что-то в мирской своей жизни, да, то он доволен. Ва ин лам ю'та сахат, а если ему не дали, он гневится, он недоволен. Таиса вантакас, да будет он в бедственном положении и перевернется головой вниз. Ва идha shika фалантакаш, если его что-то уколет, то есть если постигнет какое-то несчастье, что-то постигнет, что причинит ему боль, да, не пойдет так, как он хочет. Энтакаш, то есть он не сможет вытащить эту колючку из себя. И в то же время далее пророк сказал: туба али абдин, туба, и как счастлив. Некоторые сказали, что это дерево в раю. Для раба, который взял, и как это актуально в это время, военное время, во время войны. Не обвиняйте меня в том, что я сейчас говорю опять про войну. Это вот в контексте хадиса этого проходит. Того, кто взял за уздечку коня, фи сабилилля, на пути Аллаха, то есть вышел на борьбу, на джихад. Аш'аса расаху, у которого взъерошенные волосы в пыли, мугаббара кадамаху, и его в пыли стопы. Инкана фил хараса, если он в первых рядах, на нуле, как сейчас это принято говорить. Кана фил хараса, он довольствуется этим, остается стоек этому. Уинкана фиссаха, если он не на нуле, как сейчас принято говорить, то есть в задней части войска. Кана фиссаха, он там остается и также остается стоек и спокоен. То есть проявляет скромность, иными словами, контекст на это указывает. И на самом-то деле, обращая свой лик к своему Творцу, уверовав в Него, покорившись Ему, человек обретает настоящую свободу, настоящую волю. Человек зависимый всегда и в чем-то нуждающийся. Поэтому, дорогие верующие, поклонение в исламе, по сути, это состояние человека. Будь это спокойствие или активность, бодрствование, усердие какое-то. Будь это проявление чего-то внутреннего или внешнего. Поэтому ученые говорят, есть айбада кальбия, есть айбада бадания, то есть поклонение сердцем, поклонение телом. По сути, это все, что бы ни делал человек, познавший Бога, уверовавший в Бога, где бы он ни был, в семье, в одиночестве, в семье, в отношениях с друзьями, близкими, на работе, на посту, в бизнесе, на войне, на передовой и там, где бы ни было, что бы ни было. И на самом деле это нескончаемый, то есть поклонение, нескончаемый процесс, вплоть до самой смерти человека. Хотя это не есть смерть, это есть новое рождение, потому что та жизнь, хи аль-хайван, она настоящая жизнь, как об этом говорит Всевышний Аллах. И как говорит Всевышний Аллах, «Ва'буд раббака хатта я'тияка ляхин». Поклоняйся своему Господу до тех пор, пока тебе не придет убежденность. Убежденность имеется в виду смерть. Почему? Потому что когда пелена сходит с глаз, а в агонии смерти она сходит, как в суре Каф это описывается, то приходит убежденность. И поэтому человек, уверовавший в Бога, он призван поклоняться Ему везде. Где бы он ни был, как мы это уже подчеркнули, где бы ни был, дома, в университете, в школе, на войне и тому подобное. Поэтому он призван поклоняться душой и сердцем, айбада кальбия, телом и силой, айбада бадания. И поэтому он призван совершать намаз, пост, закят, хадж, умру. Хотя это всего лишь некоторые крупные, я бы так сказал, остановки. Ну, вот вы прочертили себе маршрут. Считайте, ваш маршрут – это же ваша жизнь. И вы едете на машине. Но есть остановки, где вы останавливаетесь. Да, где повороты, перекрестки и тому подобное. Для аналогии, для сравнения. Эти все так называемые обряды, это все есть крупные остановки. Махаттат. Дисциплина, порядок, чтобы было понимание, чтобы человек не сбился, не ушел, не сошел с рельсов, с пути, с основного направления.
И поэтому, когда пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивали, а какое из деяний лучшее для Аллаха, он всегда отвечал по-разному. Кому-то говорил иман биллях ва расули, вера в Аллаха и его посланника. Кому-то говорил ассалату аля вактиха, намаз, совершенный вовремя. Потом, когда его спрашивали, а затем что? Он говорил джихад фи сабилилля, джихад на пути Аллаха. А потом что? Вернее, до этого. А потом что? Он говорил благочестие к родителям. А потом что? Джихад на пути Аллаха. И всегда эти ответы, если мы будем читать хадисы, они разнятся. И поэтому Всевышний Аллах говорит, контекст, «Лайса аль-бирра, ба'да'уду биллахи минаш шайтанир раджим, ан туаллу вуджухакум». Благочестие состоит, праведность состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и на запад, но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха в последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам, просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы, таковы богобоязненные. Сура Бакара. Каждый человек, верующий, он, по сути, он раб своего Творца-Создателя. Уверует он это, признает он это в этом мире по собственному выбору, по собственной воле или нет. А если он не сделает этого в этой жизни по собственной воле и выбору, то он признает это в грядущей жизни, как об этом говорит Аллах в суре Марьям, Мария. «Ин куллу ман фис самавати вал арды илля атир рахмани абда». Каждый, кто на небесах и на земле, явится к милостям только в качестве раба. Всякий, кто в небесах и на земле, придет к милостям, хвала ему. Это другой уже перевод. В день воскрешения имеется в виду. Дорогие верующие, поистине в день джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает наши мольбы. И я прошу Всевышнего, чтобы мы застали этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем, лишь Его молим о помощи и прощении. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. Кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. И я свидетельствую, что нет Бога, кроме одного единственного Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник Амабад. Итак, дорогие братья, поклонение – это самое важное, по сути, что ни на есть в жизни человека, связь, которая обеспечит его всем, которая утешит его, когда ему плохо, когда он в беде, несчастье, которая утешит его в печали, дарует ему радость, которая подарит ему надежду, когда он будет в состоянии безысходности, немощи. И как это актуально в военное время. И мы видим, да, как рассказывают о тех страшных историях, что происходит на нуле. Как люди в состоянии безысходности иногда, а там это часто возникает, это состояние или чувство, поддаются чему? Поддаются наркотикам, распиванию спиртного и тому подобным вещам. И поэтому ведь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Саххан расулилля, ад-дуау хуа аль-ибада». То есть связь с Богом, связь с Аллахом. Мольба – это и есть поклонение. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказав эти слова, он затем прочитал аят, известнейший аят. «Вакаля раббукум уд'уни». И сказал ваш Господь, взывайте ко мне, астаджиб лакум, и я отвечу вам. Инна аллазина ястакбируна ан айбадати. Поистине те, которые проявляют гордыню в том, чтобы не поклоняться мне, саядхулюна джаханнам, войдут в гиену. И поэтому в другом хадисе, который хоть и слабый, но смысл его правильный, потому что он подкреплен иными хадисами, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ад-дуа валь муххул айбада». Мольба есть мозг или суть поклонения. А ведь на самом деле-то, дорогие братья, человек, он одинок.
Каждый из нас, он одинок, по большому счету. Мы рождаемся сами одни, когда выходим из утробы матери. Мы покидаем этот мир и остаемся одни. Нас несут, и каждого из нас понесут и погребут в могиле. И мы останемся одни. Мы вернемся к тому, кто нас создал. Всегда надо помнить об этом. Да, по нам будут скорбить. Близкие родственники до 3 дней. Не больше. Больше даже запрещено. Близкая жена до 40 дней. Больше даже запрещено. Да, возможно, самые любящие нас будут помнить. Может, годами. Но потом все равно забудут. Мы вернемся к Богу, Господу, к нашему созданию. Поэтому, Создателю. Поэтому, дорогие верующие, наполняя свою жизнь поклонением, на самом-то деле человек, он обретает богатство в виде того достатка, которым всегда довольствуется, который приносит ему счастье. Он обретает то время, которое многие не могут найти в суете, в жизненной суете. И это отображает хадис Кудси, в котором сказал пророк, сказал Аллах. Хадис Кудси. Я бна Адам, о сын Адама, тафаррах ли айбадати. Освободись для поклонения мне. Аллах говорит: о сын Адама, освободись для поклонения мне, поклоняйся мне. Амля усадрака гинан. И тогда я наполню твое сердце богатством, достатком. Ва асуд факрак. И восполню твою бедность. Ва илля тафаль. А если же ты не сделаешь этого, маляту ядейка шуглян, то я наполню твои руки заботой, хлопотами, работой. Валям асуд факрак. И не восполню твою бедность, твою нужду, потребность. Оно так и есть. На самом-то деле, человек, пропитывая свою жизнь, свои жизненные действия, свои жизненные устремления, каждый из нас по-разному активный. Кто-то более, кто-то менее. Беготню днем, будь это нечто самое банальное. Самое банальное — накормить семью, отвезти детей в школу, отвезти детей в больницу, я не знаю. Если мы говорим про семью, про отношения. Покормить рукой жену. Поощрение проходит некоторых сообщений. Или даже совокупление, близость с женой. Все это при намерении становится поклонением. Поклонением, как об этом сказал пророк Салсалям. Поистине в лоне жен ваших есть милостыня. Или если говорить про нечто более глобальное, то это также кто-то старается построить бизнес, чтобы он больше принес прибыль и пожертвовать на пути Аллаха. Чтобы пожертвовать на школы, которые сегодня работают на дотациях, за счет дотаций. Чтобы пожертвовать на борцов, на воинов наших, которые там воюют. И как велика нужда и потребность в этом. Это тоже становится поклонением. Все это становится поклонением. Самые простые, банальные действия в жизни человека, аль-мубахат, так называемый мубахат, они при намерении, при правильном намерении, при правильном осознании, когда человек вот эту связь напоминает себе об этом связи, даже находясь не в состоянии руку, суджуд, это становится поклонением. И поэтому пророк саллаллаху сказал: табассумука фи ваджхи ахика садака. Ты улыбаешься, и это есть садака. Когда мы говорим садака, естественно, ассоциативный ряд — это поклонение. Ва амрука биль ма'руф ва нахика аль мункар. И когда ты призываешь к одобряемому, порицаешь предосудительно. Садака, милостыня. Ва иршадука раджуль фи арды даляль. Если ты указал путь тому, кто заблудился, есть садака. И когда ты убрал камень с дороги, есть садака и так далее. И как много подобных хадисов и текстов и сообщений. Ва саллиллаху аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он нас сделал достойными
достойными Его рабами, очистил наши сердца, дал возможность дожить до месяца Рамадана. Кстати, месяц Рамадан приближается. Аллахумма баллигна Рамадан.